В этом году отмечается 74-я годовщина победы в Великой Отечественной войне. Тысячи ингушей с самых первых дней войны добровольцами ушли на фронт. Многие не вернулись. В Ингушетии практически нет семьи, которая бы не потеряла в этой войне родного человека. Перечислить все имена в одной программе, конечно же, невозможно. Мы расскажем лишь о некоторых наших героях. Ингушетия, как и любой другой регион Советского Союза, принимал активное участие в Великой Отечественной войне. По последним данным, из Ингушетии было призвано 21 тысяча человек, из них 13,5 тысяч ингуши. Эти два стенда в нашем музее посвящены именам тех, кто не вернулся. Таких около 6,5 тысяч людей. Участник Великой Отечественной войны Абадиев Японц Арскевич родился в селении Насыркорт в крестьянской семье. Военную службу начал в 1924 году, поступив в Северокавказскую кавалерийскую школу горских национальностей, которую окончил в 1927 году. После окончания учебы его направляют в Орджоникидзе командовать ингушским кавалерийским эскадроном. Отец моего дедушки, он в русско-японскую войну воевал, и когда он уходил на фронт, где-то в положении была моя прабабушка, а когда он вернулся с русско-японской войны, уже лежал такой плотненький, он очень пухленький такой, мой был дедушка, говорят, в детстве. Он был настолько полненький, что глазки прямо вот такие, как заплывшие были, как бы узенькие, как у японцев. Он сказал, говорит, японцы, оторвали, мы верим. И вот так его японцы, и вот так вот имя вот это и пошло. Когда он устраивался в военное училище, он, в общем-то, вот таких слов, там, как дисциплина, вот что-то такое, он вообще даже не знал. То есть, что там, дисциплина, она превыше всего была там надпись в самом училище. Но он еще не знал, он спросил там, что же такое дисциплина. И потом он рассказывал, что вот что такое дисциплина, он запомнил на всю жизнь в тот день. И вот этот дух российского офицерства, он в деде жил до самых его последних дней. В первые дни войны Абадиев Японц прибыл на фронт под Смоленск и был назначен заместителем командира 117-го тяжелого танкового полка. После тяжелых боев за Смоленск, когда немцам удалось прорваться и продвинуться в сторону Москвы, Государственный комитет обороны СССР для поиска новой возможности отпора фашистам стал формировать отдельные кавалерийские дивизии. Отозвали из танкового полка и кавалериста Абадиева Японца, назначив его командиром 126-го полка 28-й кавалерийской дивизии, которая формировалась в городе Павлодар. Огромная громада немецких фашистских войск, они предпринимали контрнаступления, которые были очень часто успешными. Но несмотря на то, что они успешно, вот в том же Смоленске несколько раз они захватывали у немцев, уже отвоевывали захваченные немцами территории, захваченные немцами высоты, проявляя героизм, проявляя мужество. И вот именно его личные качества, его борцовские качества, его боевые качества отмечали все люди, которые с ним служили. Позже Абадиев командовал 225-м отдельным ингушским кавалерийским полком. К началу 1942 года переводится на должность командира 1-го полка Кабардино-Балкарской 115-й кавалерийской дивизии, где также отличился мужеством и героизмом, участвуя в боях по отражению наступления немцам в направлении Северного Кавказа и Сталинграда и в тяжелых боях между речи Дона и Волги. В ходе этой военной операции всадники полка понесли тяжелейшие потери. После этого боя 115-я кавалерийская дивизия была полностью расформирована.
255-й отдельный Чечено-Ингушский кавалерийский полк, дивизия состояла из разных полков. Там туда входили ингушский полк, чеченский, кабардинский, балкарский и так далее. То есть из всех народов Северного Кавказа был создан Чечено-Ингушский кавалерийская дивизия 255-я. И вот когда эта дивизия распалась, она тоже участвовала в боях между Волгой и Доном. А в тот момент Абадиев, Япон Царскевич, был практически командиром, который действительно показал уже себя как военного, как стратега, как опытного воина, как командира опытного, уже будучи командиром 255-й дивизии, он себя показал как настоящим офицером Красной Армии. Тяжело раненого в этом бою Абадиева отправляют в госпиталь. После излечения его направляют на службу в резервные части, откуда он попал на краткосрочные курсы военной академии. Он очнулся лежа в окопе, полуприсыпанный землей. Некая медсестра пыталась перевязать ему раны, пыталась его вытащить. Он потерял сознание. Когда он очнулся, то есть пришел в сознание, медсестра, которая вытаскивала его, она была мертва, лежала рядом. Вот он более-менее, придя в себя, ползком перешел уже. Где-то в какой-то окоп он провалился, его присыпало землей. В это время, то есть они прикрывали отступление, и, в общем-то, немцы в это время, это был 40-й год, 41-й год, немцы шли в наступление, то есть они шли по трупам, можно сказать, советских солдат, проходили вглубь территории СССР. И настолько его вид был ужасен, то есть он был весь в крови, присыпан землей, лежащий в окопе, что немцы просто прошли мимо. После окончания Великой Отечественной войны он продолжил службу заместителем командира батальона в Горьком, затем и командиром строительных батальонов. Волгоградской городской думой принято решение от 23 декабря 2016 года, которым увековечена память участника Сталинградской битвы, гвардии подполковника Абадиева Японца Арскевича в форме присвоения его имени вновь образованной улице в Дзержинском районе Волгограда. Капитан, командир батальона 282-го Свердловского стрелкового полка 175-й Уральской стрелковой дивизии Саварбек Ларсаевич Плиев. Приказом от 9 июля 1943 года награжден орденом Красной Звезды. У них семья была, отец и мать, 3 братья и 1 сестра. Так, у них много детей было, 16 детей у них было. Умерли у них детей. В середине, которые рождались, осталось эти 4. А в Казахстане они, когда высылали их, сестра была замужем. А самому младшему было 12 лет. А самому старшему он в Казахстане женился. Выслали его тоже. И отец и мать тоже высланы были. Он их взял в Южный Казахстан, Саварбек. И там очень, говорит, хорошая погода, и как на Кавказе. Там кладбище, очень хорошее кладбище, говорит, похоронен его отец. Когда он туда взял, в Южный Казахстан, на 20-й день он скончался, отец их. До сих пор они жили до переселения на Кавказе. В феврале 1940 года, успешно окончив военно-пограничное училище, молодой офицер был направлен в Западный пограничный военный округ заместителем начальника пограничной заставы, а через несколько месяцев был назначен начальником пограничной заставы 17-го краснознаменного пограничного отряда. Там его и застала война. В 1909 году он закончил Орджоникидзевское общевойсковое училище и был направлен начальником заставы от города Бреста, застава на 20 километров южнее. И был он там начальником заставы. И войну он встретил, Великую Отечественную 1941 года он встретил в этой заставе. 2 дня там держал оборону, не попадая в плен, по тылам, он прошел и попал в действующую армию
августе 41 года. Август. Вышел. Застава, которой командовал Плиев, первой приняла удар на себя. Их было всего 35 человек. В первый день они отбили 5 атак, а к вечеру в живых осталось 4. Не имея ни с кем связи, они решили двигаться на восток. Воспользовавшись темнотой, бойцы просочились через боевые порядки немцев и вышли из окружения. С отрядом из 3 человек лейтенант Плиев прошел по лесам Белоруссии от Бреста до Брянска. По пути отряд пополнился. К моменту соединения с частями Красной Армии он насчитывал уже 36 человек. 2 сентября 1941 года Плиеву удалось без единого выстрела перейти линию фронта и соединиться с частями Красной Армии. После окончания военного училища он попал в погранзаставу в Бресте. И в первый день войны он был командиром заставы. И вот первый удар принял на себя. Надо сказать, что в канун войны велись тактические учения, и многие соединения были отведены вглубь от границы. И именно вот в день начала военных действий в погранзаставе, которой командовал Плиев Саварбек, было всего 35 человек. В первый день заставой было отражено 5 вражеских атак, и к вечеру их осталось из 35 всего 4 человека. Не имея связи с командованием, он решил отступать. Двигались по лесам, по белорусским лесам от Бреста до Брянска. И по пути отряд пополнялся. К тому времени, когда отряд Плиева Саварбека соединился с Красной Армией, их уже было 36 человек. На многих фронтах Великой Отечественной войны воевал Саварбек Плиев. За проявленное мужество и героизм, а также за умелое руководство капитан Плиев был выдвинут на должность комбата. Впоследствии Саварбек Плиев был награжден орденом Красного Знамени, 2 орденами Красной Звезды и орденом Отечественной войны первой степени, а также медалью за боевые заслуги. После войны служил в Бресте, на островах Курильской гряды. Возглавлял Совет ветеранов Ингушетии. Мальсагов Ахмед Татарханович, майор, командир звена 5-го ближбомбардировочного полка 21-й смешанной авиационной дивизии Южного фронта. В 1937 году окончил Сталинградскую авиационную школу летчиков. К началу Великой Отечественной войны служил в 5-м ближбомбардировочном полку Одесского военного округа, который базировался в городе Акерман. Также сражался на Южном фронте. Особенно отличился в период с декабря 1941 по январь 1942 годов. Тогда за несколько дней совершил 20 боевых вылетов, в которых нанес большой урон врагу. самостоятельный халбезм был ждать болчханца. Тем олух дух дизиш вар шивош али. Сбелгл цар хаикат тем хана валсага дагдуачи там махимит там хана цар дихана турпл гайтат. А тем болхучхан кертер дарнанс анр хазат султан валш. Царнанс турпл хохл жахаш дихана ца нанож валш дихана дашаш ханат тем дауд жуак. زوقت ویزش یا خادات زوقت دیهم ویز ویزش دینه ولش سویچ دیگه خیتش خوز خیتش یا خات هت دعوة هاشمتي إسل مخلا يا هالدس حيد ديزرلر تحدش خلا حيجي آخر شنقل دوله ترب الخلا يا هر سويق دق حمد شدواتك اشتديون ترب الخلا أنا وقت أخنو أحمد
Даудычхан. Погиб в боевом вылете 14 января 1942 года. Похоронен в братской могиле в селе Варваровка Кременского района Ворошиловградской области. За мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне 1941 по 1945 годов, указом президента Российской Федерации от 6 июля 1995 года майору Мальсагову Ахмету Татархановичу присвоено звание Героя Российской Федерации посмертно. Desde pritlačara elbette ukaz denat ve цехазач Темхоча ve летчика Мальсагова Татархан Ахмада звание лакая, эгер лакая, звание Герой России Анна Яни Ан. За маслочка мано цухана ханз адрас докосхан хатисат вей азмо онгиш вей мах вей qamан азмо онгиш халарага си халданат вей qamан. Когда началась Великая Отечественная война, Мураду Оздоеву было всего 19 лет. Воевал на Западном, Сталинградском, Брянском и Втором Прибалтийском фронтах в составе 431-го истребительного авиационного полка. Всего совершил 248 боевых вылетов и лично сбил 8 самолетов противника. Мурад Оздоев, он был летчиком 315-й Рижской авиационной дивизии. Он служил в 431-м авиационном полку. Он за все свое время совершил, пока он воевал, он совершил 248 боевых вылетов. 157 часов он провел в воздухе, из них 54 часа он провел в воздушных боях. На его счету лично сбитых 8 немецких самолетов. Ну, конечно же, это не считая того урона, наверное, который он за все эти 157 часов, которые он был в воздухе, нанес врагу. Он был в звании младшего лейтенанта, тогда был командиром звена. Учился он в второй школе, окончил 7 классов. Как раз приехали из Грозного, набирали аэроклуб, вот он попал туда. Отец рассказывал, их было 117 человек, тогда набор, в этом 1939 году. Они прошли, один русский прошел, наш местный, и отец, двое они прошли. 25 января 1944 года Мурад Оздоев отправился на свое очередное боевое задание. Ему нужно было прикрыть штурмовку железнодорожной станции Маево в Псковской области. В истребитель Оздоева попал зенитный снаряд. Самолет получил серьезные повреждения, и храбрый воин решил направить его тараном на эшелоны врага. Буквально в последний момент Мурад смог выброситься из падающего истребителя с парашютом. Боевые товарищи Оздоева доложили руководству о его гибели, но Мурад выжил. Тяжело раненого, потерявшего сознание летчика гитлеровцы захватили в плен и отправили в концлагерь. Дважды он пытался бежать, но тщетно. Лагерь, где находился Мурад Оздоев, был освобожден советскими войсками 8 мая 1945 года. В полку он считался уже погибшим, потому что его боевые товарищи тогда доложили, что действительно он направил, они видели вот последний его вот этот таран, они доложили, что он умер. После освобождения из лагеря он вернулся в свой полк. Там его встретили с радостью. Восстановили в звании и назначили командиром звена. Но в январе 1946 года ему пришлось уволиться из вооруженных сил по требованию органов госбезопасности. Мурада депортировали в Казахстан к его семье. В 1957 году он возвращается в Назрань. Он был заслуженный летчик, его уважали командиры, его уважали сослуживцы. Он был ас своего дела. Материалы собирались еще в бытность, когда собирались первые материалы об участниках Великой Отечественной войны. Собирал их Туган Хаджимохович Мальсагов, основатель нашего музея. И сам Мурад Оздоев непосредственно принимал активное участие в том, чтобы этот музей был. Надо сказать, что Мурад Ахмедович был частым и желанным гостем в стенах нашего музея. Он был большим другом Тугана Мальсагова. Многие вопросы они решали вместе
как-то вот, если смотреть на фотографиях, очень часто они вместе, Туган Мальцагов и Мурат Оздоев. В нашем музее обширная папка с его документами. Указом президента Российской Федерации от 8 мая 1995 года за мужество и героизм, проявленный в Великой Отечественной войне, младшему лейтенанту авиации в отставке Оздоеву Мураду Ахметовичу было присвоено звание Героя Российской Федерации. Костоев Шервани Устарханович, старший лейтенант, командир звена штурмового авиационного полка, участник Великой Отечественной войны, Герой Российской Федерации. Родился в 1923 году в селе Галашки, Чечено-Ингушская АССР. В 1941 году начал службу в Красной армии. В 1942 году окончил Краснодарскую военную авиационную школу пилотов. Служил в запасных авиаполках в Поволжье и в Сибири. На фронте с 1942 года летал на Ил-2, совершил свыше 100 боевых вылетов на штурмовку вражеских войск. Был трижды ранен, но каждый раз возвращался в строй. Летное дело в целом было очень популярным в 20-30-е годы у советской молодежи, и ингушской молодежи в этом плане не было исключением. Достаточно вспомнить Рашидбека Ахриева, которому принадлежит, по сути, пальма первенства, зачинателя, можно сказать, летного дела у горцев в период советской власти. Первый советский летчик из числа горских народов и первый летчик-ингуш. И в наши дни вспомним легендарного генерала, первого героя России Сооронбека Асканова. То есть это такая традиция, которая пронесена от с того времени до наших дней. Каким бы хорошим ни был самолет, каким бы качественным он ни был, но главным и первостепенным в любом воздушном бою, при любом вылете было и оставалось. Это справедливо и для периода Великой Отечественной войны, это справедливо и для наших дней. Первостепенным является мастерство летчика, его личные качества, его умение сориентироваться в сложной ситуации, его хладнокровие, выдержка, мужество, безусловно, потому что это одна из самых рискованных, опасных и требующих именно вот этих вот качеств военных профессий. Этими качествами, и об этом свидетельствуют документы тех частей, в которых служил Костоев. Этот летчик обладал сполна. То есть его характеризуют как отважного, целеустремленного, решительного, хладнокровного и умеющего ориентироваться в сложных ситуациях боя командира. В период Курской битвы Костоев уничтожил 11 вражеских танков. При возвращении из очередного вылета его штурмовик был атакован 3 самолетами противника. Костоев сбил 1 самолет, но его штурмовик был также поврежден. Летчик сумел произвести вынужденную посадку на своей территории. Путь Шервани Костоев проделал от простого летчика, пилота, летчика, командира звена. И свой боевой путь он закончил в звании капитана авиации. Летал он на более совершенной машине. Служил он уже не в бомбардировочных частях, как Мальцагов, а в частях штурмовой авиации. А советская штурмовая авиация, она считалась одной из сильнейших среди военно-воздушных сил периода Второй мировой войны. Участвовал в освобождении Белоруссии, Прибалтики и Восточной Пруссии. В апреле 1945 года в районе Кёнигсберг потопил немецкий корабль, на борту которого находилось 125 солдат и офицеров противника. Там же одержал свою вторую воздушную победу. Затем его полк принимал участие в Берлинской наступательной операции. За несколько дней до капитуляции Германии Костоев сбил 3-й вражеский самолет. За время боевых действий его самолет трижды был подбит вражескими снарядами. Один из них это происходило в боях в небе над Ригой. Самолет был подбит, но он не катапультировался, и чтобы сохранить самолет, с трудом посадил самолет и отключился. И его раненым нашла вот в степи местная жительница Валентина Модестова.
которая впоследствии стала его супругой. И дальнейшую свою жизнь он именно связал с рижским гарнизоном, авиагарнизоном, в котором он служил и после окончания Великой Отечественной войны. За мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне, указом президента Российской Федерации Костоеву Шерваню Устархановичу присвоено звание Героя Российской Федерации посмертно. Тысячи бойцов были сняты с различных фронтов и отправлены в ссылку за своими семьями. Остались на фронте под вымышленными фамилиями и с измененной национальностью более 1000 человек.